Тогда ДЖРТ отказался участвовать в вашем собрании в 2011 году. Не считаете ли вы, что он не хотел идти на конфликт с Меджлисом и вообще тему с заседанием Совета представителей, нового, переформатированно, не хотел поднимать? И почему? Может быть, проблема была в том, что ДЖРТ не хотел ссориться с Меджлисом? Нет, дело в том, что я так думаю, что ни одна власть в Украине, по большому счету, не заинтересована в том, чтобы ссориться с какой-то значительной группой своего населения. Тем более с таким мощным, так сказать, национальным сообществом, каким является коренное население Крыма, крымско-татарский народ. Вот. Поэтому делались все попытки, в том числе и со стороны бывшего покойного экс-премьера Крыма, для того, чтобы наладить конструктивный диалог с руководством Меджлиса и включить эту структуру в созидательную работу. Вот. Но, к сожалению, политическая конъюнктура в руководстве Меджлиса, так скажем, превысила над разумом и здравым смыслом. И они осознанно пошли, так сказать, демонстративно, я бы так сказал, вызывающе пошли против линии государства, против линии президента, против того шанса, который им предоставляла крымская власть в лице того же Василия Георгиевича. Они сами выбрали путь нахождения в противоположной стороне лагеря действующей власти, поэтому и пожинают эти плоды.